Информационная программа «Вести Кудымкар Велиштиан» от студии Арина Батуева, Бор Рыд Тал выпускан. Юсинское районное хозяйство Джимлял Нашуез, Оджинменно колхозы Совет и Заря будущего. Инициативное бюджетирование на краевой программы «Пред округун пандачса зоретный проект из. Юсинское районное хозяйство из пандачса Джимлял Нашуез, Заря будущего, петис уборка в август, когда снялет луна. Юсинское районное сельхозпредприятие ставил кыджиса квад 1000 гектар мымдашуез. Первые зануборка вела петиса колхозы Совет и Заря будущего. Но джимлявно не опондас ячажи кыджимуща планнез чинтис погодя. В связи с погодными условиями, которые были обусловлены переувлажнением почвы, а также в некоторых местах у нас прошел град крупный, у нас погибли зерновые на площади 1800 гектаров. Таким образом, у нас план по уборке в 2017 году составил 4700 гектаров. Всего в сельхозпредприятиях района зерновых убрано с площади 1797 гектаров, что составляет 38% от плана. Валовый сбор зерновых 2244 тонны. Урожайность в целом по району незначительная, она составляет 12,5 центнеров с гектаров. В разрезе культур нужно сказать, что урожайность по пшенице и ячменю небольшая, 9,8 центнеров с гектара соответственно. А по овсу урожайность нынче очень радует, она составляет в целом по району 16,8 центнера с гектара. В разрезе хозяйств, если смотреть, то колоссальная урожайность у нас у Совета 30 центнеров с гектара, а также у Зари будущего 18 центнеров с гектара. Заря будущего без волну чтал пижа кычач абузеррез колхозники с джимлял нашуез и петана было сразу вид квать комбайнан медбушок мисперыджика. Выехали мы сначала 2 комбайнами и потом потихоньку потянули. Сейчас убирают у нас 6 комбайнов, убрали мы уже 50% зерновых, где-то 360 гектар мы убрали пшеницы, овса мы убрали 600 гектар и ячменя мы убрали где-то около 100 гектар. При хорошей погоде нам надо будет дней 10-12 и мы закончим уборочную. Зер того бур мадик культура из неоден. Влажность шуезлан уджит. Это было нураши на округе шбудес хозяйства из. Но результат колям год черти татан не умельжик. Показатели шо председатель бытта на ашнус отир. Это хозяйство он сиджеймаш передовиккез. И том компанию рискадна эше неопытныш, но ветчина ныша рожа. В сельском хозяйстве это самая большая проблема, это люди, кадры. Кадров не хватает. 6 комбайнов, можно сказать, мы посадили сюда людей, которые вообще не работали никогда на комбайне и работают. Я хочу большое-большое сказать им спасибо, что они согласились и сели, и работают, никогда не работая на комбайне, просто сели и стали работать. И работают, и все у них получается. Оттявно колхозники зас и том руководителя с буручпонда они локтис ачис округан юралиш. Виктор Рычко вестан немедо джейш. И пасья мы Заря будущего успехи стачанаш. Это хозяйство совсем недавно возглавил молодой энергичный руководитель Денис Александрович Баталов. И я уже не первый раз нахожусь здесь. Хочу его поддержать и морально, и вместе с ним порадоваться улучшению показателей и в животноводстве, и в растениеводстве. В данном случае мы говорим о жатве урожая. У него сегодня самый высокий темп работы в районе. Средняя урожайность по данному хозяйству сегодня 17 центнеров гектара, тогда как по району пока 15,2. Хотелось бы, чтобы его запал, который начат на начальном этапе, продолжался, хватило бы его надолго, чтобы люди воспряли духом и доказали, что работать в сельском хозяйстве выгодно, работать в сельском хозяйстве престижно. Помавна уборка хозяйства он кыс на локтан неделя, ежели лоаскыс план не досповна тыртаса. Ирина Батуева, Александр Рябков. Вести Кудымкар.
Луктан года администрация очно понадзорит формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования, городской округ, город Кудымкар-Нима муниципальная программа. И суборет благоустроит культурно-деловой центр Оджич площадь. В соответствии с проектом муниципальной программы формирования комфортной городской среды на территории муниципального образования городской округ город Кудымкар на 2018-2022 годы в городе Кудымкаре в 2018 году планируется благоустроить площадь культурно-делового центра. Ранее дизайн-проект благоустройства площади культурно-делового центра рассматривался на общественных обсуждениях в конце августа в городской администрации. В соответствии с проектом тротуарной плиткой будет выложено более 3000 квадратных метров площади культурно-делового центра. Часть территории будет заасфальтирована. Также горожан будет радовать новая сцена и детская площадка. Будут установлены декоративные фонари, новые скамейки, урны для мусора. В целях озеленения территории культурно-делового центра будет посажено более 100 кустарников, хвойные и лиственные деревья. Разобьют новые цветочные клумбы, а пространство между детской площадкой и цветочными клумбами засеют газонной травой. Культурно-деловой центр очень площадка лошадям черти администрация петкатам дизайн-проект черти муна электронное голосование. Берьяны кучеман Кудымкар луасвиль площадка, отер вермаса ашнес, кар администрация вечища олище злищ мнению. Голосует на ту администрация официальный сайт ВЛН. Юсинский район пондачится заредный как инициативный проект. Еще августа инициативной морты столько то речиса идея изан и моган мы бы керана из чулав и месяц кач пондачис мунны удж. Инициативная юсинса вермиса краен как проектен эти каскадна коласыш отер понда каток. Не сулала ни коробка именно на территории благоустройства черты уджез. Матын када быдас лашетаса и первые тывща месяцы закираса ю. Ислащем да хоккейн орсам понда площадка кэсья шогманы бур. Катоклом обустройство выловичаса 1 миллион да куим шо шишим да скуим 1000 руб. Орчан сыкат аркма и виль парк. Проект черты юсвящ культуралн районный керку гагарич площадка вылын кераса шотчишем понда культуралищ сельский парк. Анитатен киштена асфальт. Это проект юсвящ олище сиджа вермиса инициативное бюджетирование ланкраевой программан. Когда пырят муниципальная территория из благоустройства было край считащем сумма дына аж с деньга соттана отер. Эта неделя вылын Кудымкарич зубов внимательно для библиотекан чулалис этласа лыдетан лун. Карич челядлон библиотека лоис краевой акциялын участникан этласа лыдетан луна тацачна виль книга кат золотые острова зубов внима окружная библиотека локтиса кыкет номера школа шкуим кыкет класс. Неаси Джалойса краевой акциялын участник кезан. 1 сентября первоклассники Пермского края получили в подарок книгу «Золотые острова» Льва Ивановича Кузьмина. И сегодня мы презентуем эту книгу. В эту акцию включили все детские библиотеки Пермского края и школьные тоже. Участники нашего кукольного театра «Семья Дерябиных» покажет сценку «Звездочеты». А еще компермятскую сказку «Дверь на лугу» из этого сборника будет читать Татьяна Васильевна Савельева, актриса Компермятского драматического театра имени Горького. Книга очень интересная, красочная. Если смотреть переиздание тех лет, то там иллюстрации черно-белые. Эту книгу просто в руки так приятно взять. Это переиздание, конечно. Это настоящий подарок первоклассникам. Литературная вежалуна челядь пондагижам небек презентуйтиса ытлан артистескат. Сборник сказка черти сутется неуджит кукольный спектакль. Лети, свети смелей. Чем больше звезд на небе, тем на земле светлее. Учат лдятищез очень орсисаашнес челяди. Это шань вежерт на автор лишь идея да шермог, лоис кокнет и интересной. Эшетик Лев Кузьминлан сказка, когда Бориса Тацащем Понда на вечном просторе съел детиском пермянской драматической театрищ актриса. Бур елищ да шут елищ, велочище сквозится внимательная, увлекательная гижам небэг, гляничес учат аудиториала. Мы познакомились с автором Лев Кузьмин, и книга «Золотые острова».
В этой книге очень много интересных сказок и стихотворений. Я сегодня сказку прочитала сама актриса театра. Сказка про то, что журавлик, медведица, сестрица и журавлик спасли братца. Лев Кузьминович «Золотые острова» – это величан года кужналися Пермский край, куим да свит 1000 первоклассникла. Акциян результаттес, когда Коста презентуетися Вильне Бэг. Луаса Индетамыш – самый читающий регион нема всероссийской конкурс выла. Ирина Батуева, Александр Рябков. Вести, Кудымкар. Колем суббота верхюсь ванчулайс отерлан радитана фестиваль «Айда Рыжик». Пермячка Маргарита Бутурина впервые в этих лесах. Чтобы попасть на краевой праздник Айда Рыжик, проделала путь почти в 200 километров. И не зря. За полчаса в лесу весомая добыча. И главное, вот, конечно, наше задание, вот это рыжики. И посмотрите, они это нас не подвели. Вот сколько насобирали. Ну, достаточно. Местные жители уверяют, что рыжиков пока еще немного. Все дело в погоде. Из-за обильных дождей большая часть просто сгнили. На прилавках преобладают маринованные грибы. И свежих лисички и маслята. Так как дефицит, то и цены соответствующие. А сейчас жара-то неделю, вот гниют на корню, видать, из-за дождя. Солнышка мало. Скажите еще, как нынче по ценам по грибам? Они Цены дороже. Цены нынче дороже, да, чем в прошлом году. Вот эти, нынешние, а вот эти прошлогодние. На сцене тем временем собираются асы тихой охоты побороться за главный приз. В конкурсе грибников за отведенное время нужно собрать максимальное количество грибов. Из-за того, что сейчас еще на рыжике не сезон, в корзину к участникам конкурса идет каждый гриб. К примеру, это масленок. Но, по словам людей, уже в самое ближайшее время погода установится и можно будет собирать королевский гриб. Найти рыжики не гнилые. Большая удача. Оценивается также и качество сбора. Чтобы не навредить мицелию, грибы нужно срезать ножом или выкручивать. Один рыжик найдешь, надо там покупаться. Еще будут рыжики. И вот здесь тоже. Смотрите, сколько много рыжиков. Тем временем на поляне неподалеку повара готовят на открытом огне традиционный грибной суп пижареху. Правда, главный ингредиент – сушеные грибы. Повезло лишь некоторым, кто может похвастаться свежими. Мы вчера ходили. Сколько-то вчера принесли тоже. Прошлогодние заготовочки еще остались немножечко, но свежие. А вот лучшим грибником впервые назвали жительницу Пермского района. До этого кубок получали всегда местные жители. Мы у вас частые гости, а в конкурсе просто ради любопытства первый раз. Ну и скажите, какие грибы там в основном в вашей корзине? Тут сейчас 3 гриба. В основном это рыжик, масленок и синявочка. Немножко синявочки. В основном масленки. У меня сегодня счастливый день, как поет Вера Брежнева. И хотя пока королевский гриб в дефиците, люди говорят, что в ближайшее время погода установится, а вместе с ней и рыжики пойдут. Рыжики будут конец сентября, начало октябрь. Мы прошлый год 24 октября собирали рыжики. И очень довольно много. А Маргарита Бутурина и на будущий год на праздник собирается, чтобы грибы на всю зиму запасти. И, конечно же, собрать рыжики. Айда рыжик, о, это чудо-гриб. Айда рыжик, у нас он знаменит. Айда рыжик, бери его скорей. Айда рыжик, собрал к себе друзей. Айда рыжик, собрал к себе друзей. Дмитрий Буланов, Денис Дуйцев, Вести, Пермь. Это вылымян таулым быдыз велич панташам ашын рытнас. Быдыз бурса аджишлтадж.